Одним из выдающихся представителей старшего поколения абхазских литераторов, долгие годы плодотворно работающих на поприще поэзии и прозы, является Мушни Мика, который вот уже почти 70 лет неизменно предан своему перу. Мушни Иродович вступил на литературную стезю в конце 50-х годов прошлого века. Первый сборник его стихов «Цветок и роса» вышел в 1962 году. 60-е и 80-е годы смело можно обозначить временем расцвета его творчества, который ознаменован выходом в свет поэтических сборников «Весеннее утро», «Белая ветка», «Поляна», «Чайка», «След звезды», «Завтрашний день», «Голос расцвета» и другие. В своих произведениях поэт размышляет о жизни и смерти, добре и зле, мгновенном и вечном, о любви и ненависти. Мушни Иродовича Микая своеобразный очень стиль, очень богатая абхазская лексика, своя манера письма, абсолютно отличающаяся от того, как пишут другие. И он создал свой литературный мир. Да, и называет он условно Турихо. Это место, с которым связано его детство, его юность. Все лучшее, где звучало из уст наших прекрасных старцев в селе Кутол. Перу поэта, прозаика Мушни Мика также принадлежит ряд публицистических работ. Значителен его вклад и в развитие художественного перевода. Символическим обобщением творческого опыта писателя можно считать издание трехтомного собрания сочинений. Мушни Мика и по сей день находится в гуще общественной и литературной жизни своей родины. В свои 85 лет Мушни Иродович продолжает творческую деятельность с присущей только ему работоспособностью и преданностью родной абхазской литературе. Рената Шакая, Роберт Ломия, Абхазское телевидение.